Коми Республиканская филармония отмечает юбилей – 75 лет. О том, чем живет сегодня юбиляр и коллективы, выступающие на сыктывкарской сцене, разговор в студии «Событий недели» с директором Коми Республиканской филармонии Марией Балмастовой. Мария Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. С чем подходит Коми Республиканская филармония к столь значительной дате, к своему 75-летию? И какова, на ваш взгляд, та роль, которую играет сегодня в культурной жизни республики, сама филармония, и, конечно, те коллективы, исполнители, которые выступают на ее сцене? На сегодняшний день, мне кажется, что филармония является настоящим культурным центром не только города Сыктывкара, но, наверное, и всей республики Коми. Мне хотелось бы, наверное, за последние годы отметить несколько самых ярких проектов, которые были реализованы нашим коллективом. Это, несомненно, два крупных фестиваля «Хоровые ассамблеи Севера» и «Танцуй и пой. Великая Россия», в котором приняли участие ведущие коллективы Российской Федерации. Я считаю, что ярким был цикл проектов «Палитра голосов России», который был создан оркестром госансамбля «Асьякыя» и также российских солистов. И, конечно же, несмотря на то, что мы сейчас очень активно сотрудничаем с нашими российскими коллегами, мы не забываем и про своих. В этом году мы при поддержке гранта главы Республики Коми реализовали проект «С любовью к песне» ансамбля народной музыки «Зарниёль» и солисток Лидии Логиновой, Веры Булышевой и Виктории Пыстиной. Я считаю, что этот грант прошел с большим успехом у нашего дорогого зрителя. К празднованию 75-летия Коми Республиканской филармонии приурочены и события, в общем-то, всероссийского масштаба. Это выездное заседание Президиума Союза российских национальных коллективов. Расскажите, пожалуйста, о том, какую деятельность ведет Союз и какие вопросы из тех, что обсуждаются в нынешней повестке, они наиболее актуальны, на ваш взгляд, именно для творческого сообщества республики. Да, несмотря на то, что мы являемся все-таки концертной организацией и входим в состав Союза концертных организаций России, в 2014 году нам поступило предложение войти и в Союз национальных коллективов, профессиональных, который был вообще создан по инициативе руководителя Кубанского и Пятницкого хоров. Я считаю, что, в принципе, наверное, основная проблема и основные задачи – это все-таки господдержка национальных профессиональных коллективов и насколько, наверное, велика вообще роль сейчас народного искусства и народного направления в нашей современной России. И поэтому наши коллеги, наш президиум любезно согласился поучаствовать не только в наших юбилейных мероприятиях, но и провести некое выездное совещание. Я приняла уже в двух совещаниях участие. Это у нас было в Дагестане. И вот последнее было в Москве. В Союз сейчас входит более 25 ведущих коллективов Российской Федерации, такие как Пятницкий хор, Кубанский, ансамбль танца «Лезгинка», ансамбль танца «Кабардинка», Волжский, Уральский, Оренбургский хор. Но это только, наверное, самый-самый маленький перечень коллективов, которые входят в Союз. И почему все-таки мы, получив приглашение, с удовольствием на него согласились? Все вы прекрасно знаете, что ведущим творческим коллективом филармонии является государственный ансамбль песни и танца имени Виктора Морозова «Асьякыя». И, конечно, входя в этот союз, то есть для нашего коллектива раскрываются немножко другие культурные связи, культурные какие-то цели, которые все-таки нам нужно уже развивать на более другом уровне. Да. Вот по опыту уже этой работы, которой вы коснулись, коллективы в разных регионах, тем более такие именитые, проблемы сходны с нашими, и те вопросы, которые беспокоят, или в каждом регионе какие-то свои особенности? Вы знаете, вот общаясь с коллегами на совещаниях, наверное, все-таки проблемы одни и те же. Это и новые постановки, и опять же, это и поддержка нашего руководства, это и пошив костюмов, и создание новых концертных программ. Вот. В коллективах более такого масштабного уровня, как Пятницкий и Кубанский хор, наверное, как-то они решаются побыстрее, может быть, попроще. Вот. А в регионах, в принципе, проблема такая же, которая есть и у нашего коллектива. Заглядывая в ближайшее будущее, что ожидает публику в нынешнем юбилейном концертном сезоне, каковы ближайшие творческие планы? Но хочу сказать, что наш коллектив, наверное, в юбилейный год с таким большим, не знаю, мне кажется, трепетом, с большой такой силой входит. Да, много очень творческих проектов. Сегодня уже мы узнали, что поддержали наш проект, второй фестиваль «Танцуй, пой. Великая Россия». Мы представим его в следующем году, на 2016 год, при поддержке гранта главы Республики Коми. И вот именно там, я думаю, что мы покажем именно творчество Кубанского хора, Пятницкого хора, Волжского хора. И немножко мы отойдем в другой жанр. В прошлом году казака
казаками России, город Липецк, был создан такой хореографический некий спектакль по произведениям Шолохова «Тихий Дон», «Донская легенда». Они его осуществили при поддержке гранта президента Российской Федерации. Потрясающий проект, очень яркий, очень масштабный, и в апреле месяце мы представим его на суд нашего зрителя. Ну и, конечно же, мы не можем не думать о своем ведущем коллективе, несмотря на то, что сейчас у нас очень много гостей в филармонии. В рамках проекта «Танцуй по Великая Россия» мы будем создавать новую программу «Под небом России» Государственного ансамбля песни и танца «Ас-Якыя». Второй проект, который наш поддержали, это ансамбль народной музыки «Зар-Ниёль», цикл концертов для детской аудитории. Вообще сейчас в филармонии с этого сезона мы активно развиваем детское направление. Это не только наши новогодние ежегодные утренники, но это ряд именно концертов, субботних концертов для взрослых и детей, и также цикл тематических вечеров для юного зрителя. Спасибо, Мария Алексеевна. Я напомню, на студии была директор Коми Республиканской филармонии Мария Балмастова.